Добрый день, уважаемые коллеги. Представлюсь. Меня зовут Евгений Викторович Поляков. Являюсь старшим методистом кафедры социально-гуманитарного образования. Также являюсь методистом лаборатории развития этнокультурного образования. Всем добрый день. Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами обсудим одну из актуальных педагогических проблем, как вовлечь в учебную деятельность обучающихся с низким уровнем мотивации учебно-познавательной деятельности. Рассматривать данную проблему мы с вами будем на примере социально-гуманитарных дисциплин. Вначале давайте разберемся с таким термином, как мотивация. Что такое мотивация? Педагогический словарь под общей редакцией Каджаспировой дает следующее определение данному понятию. Мотивация – это вся совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер деятельности личности, ее поведения. Термин «мотивация» относительно новый для отечественной педагогики. Хотя работы отечественных психологов по этой теме приобрели мировую известность. Исследованию мотивации посвящены работы психологов Лидии Ильиничны Бажович, Алексея Николаевича Леонтьева, Натальи Григорьевны Морозовой и других ученых-психологов. Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами наблюдаем, что современные дети зачастую слабо мотивированы в обучении какому-либо предмету. Поэтому существует проблема, как на современном этапе развития образования мотивировать школьника к учебно-познавательной деятельности. Изучая мотивацию учебной деятельности, необходимо отметить мотивы, которыми могут руководствоваться в обучении школьники. Многообразие мотивов учеников определяется отношениями индивид и учебный процесс. Рассмотрим с вами спектр позитивных мотивов мотивации. Он достаточно широк. Это, прежде всего, сам интерес к учебному процессу. То есть ученику нравится, интересен учебный предмет, и он автоматически уже будет мотивирован в обучении. Мотив достижения. Ученик хочет получить оценку 5 по предмету. Да? То есть это будет внешняя мотивация. Стремление к самостоятельности, быть общественно полезным человеком, расширять умственный кругозор. То есть, например, у детей хорошо сформированы ценностные ориентиры к знанию, поэтому они постоянно хотят пополнять свои знания, свой багаж знаний по учебному предмету. Какие еще выделяют мотивы? Возможность быть умным, эрудированным, не подводить класс, например, добиваться полных и глубоких знаний. Существует два вида учебной мотивации. Это внешняя мотивация и внутренняя мотивация. Давайте с вами разберемся. При внешней мотивации выполняемая деятельность является средством достижения внешних по отношению к ее содержанию целей, заданных самостоятельно или другими людьми. То есть поэтому понятие «внешняя мотивация» используется для описания разного типа стремлений, желаний, стимулирующих выполнение деятельности не ради ее самой, а ради вознаграждений, которые дает достижение высокого результата в ней. То есть чтобы повысить самооценку, иметь основания для самоуважения, заслужить похвалу, признание. Вот, например, школьнику больше интересен не сам предмет, а для него значимым будет возможность получить хорошую оценку по данному предмету.
Давайте сейчас рассмотрим внутреннюю учебную мотивацию. Источником внутренней мотивации выступают базовые человеческие потребности. Потребность в познании, да, в понимании, достижении, созидании, компетентности, стремление их удовлетворить побуждает ребенка учиться, то есть прикладывать усилия, доводить начатое до конца, стремиться к пониманию изучаемого материала, ставить перед собой новые учебные цели, да? И самое главное, получать удовольствие от самого процесса учения. И в соответствии с этим от изменения своего роста, личностного роста, своих профессиональных компетентностей. Как проявляется внутренняя мотивация? Например, школьник выполняет реферат по теме «Политика просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Ребенок выполняет работу не только потому, что он хочет получить высокую оценку, но он хочет больше узнать информации о деятельности монарха. Конечно, необходимо добиваться формирования у школьников именно внутренней мотивации. А как это сделать? В формировании учебной мотивации, несомненно, особо значимым является интерес. Интерес ребенка к окружающему миру и конкретному учебному предмету служит необходимой предпосылкой обучения. Любой учитель знает, что заинтересованный школьник, заинтересованный ребенок, он учится лучше. Решению этой задачи помогут четкое планирование структуры урока. Далее, это использование различных форм обучения, тщательно продуманные методы и приемы подачи учебного материала. Формированию интереса способствует занимательность изложения учебного материала. То есть это примеры, опыты, факты. Кроме этого, это может быть мотиватором необычная форма преподнесения учебного материала через удивление, через эмоциональную речь учителя. Также рекомендуется использовать различные методы и приемы, такие как познавательные игры, ситуации спора и дискуссии, анализ жизненных ситуаций, то есть связь с повседневной жизнью учащихся. Другими словами, уважаемые коллеги, чтобы воспитать у ребенка здоровое стремление к достижению намеченных целей, достижению намеченных учебных целей, учителя сами должны испытывать интерес, искренний интерес к своей профессиональной деятельности и объективно относиться к успехам и неудачам своих подопечных, своих учеников. Учебная мотивация происходит на разных этапах урока. Первый этап – это возникновение мотивации. На данном этапе нужно зафиксировать у учащихся мотивы предыдущих достижений. Например, ребята, мы хорошо поработали над предыдущей темой. Да, зафиксировали. Следующее. Далее необходимо вызвать мотивы относительной неудовлетворенности. Ребята, но мы не усвоили еще одну важную сторону этой темы. После этого происходит усиление мотива ориентации на предстоящую деятельность. А между тем, это вам понадобится в таких-то, таких-то ситуациях. Второй этап. Второй этап – это подкрепление и усиление возникшей мотивации. На данном этапе используется чередование разных видов деятельности, материала различной степени трудности и оценивание, вызывающее положительное
или положительные или возможные отрицательные эмоции, удовлетворенность и неудовлетворенность результатом деятельности. Целесообразно использовать проблемный метод обучения, активизировать познавательный интерес через поисковую деятельность самих учащихся, подключение их к самоконтролю, к самооценке. Тогда это действительно будет мотивировать учащихся к учебной деятельности. Вот остановимся на конкретных примерах. Обращение, первый пример вы видите на слайде, это обращение к жизненному социальному опыту детей. Так, прием заключается в обсуждении с учащимися хорошо знакомых ими жизненными ситуациями, всестороннее понимание которых возможно при изучении предлагаемого материала. Например, при изучении темы «Социальные статусы и роли» в рамках учебного предмета обществознания учитель может предложить учащимся привести пример. Пример из личного жизненного опыта. Ребята, а как меняется ваша социальная роль, ваша социальная модель поведения в школе по сравнению с вашим же поведением, с вашей моделью поведения в коллективе сверстников, в коллективе друзей? Да? То есть это побуждает учащихся обратиться к своему личному жизненному опыту, что в свою очередь, конечно, вызывает интерес у учащихся к учебной деятельности. Следующий пример – это моделирование ситуации. Так, давайте вспомним. Вы все прекрасно знаете, что моделирование – это исследование объектов на их моделях, предполагающее построение и дальнейшее изучение построенных моделей, объектов, процессов, явлений. Предлагаю вам рассмотреть вариант исторического моделирования. Например, какова была бы история России, если бы царевна Софья не допустила править Петра I? Вот такое может быть моделирование в рамках учебного предмета история. Действительно, моделирование способствует повышению учебной мотивации учащихся. Следующий вы видите на слайде, следующий прием – это деловая игра. В течение нескольких лет широко применяется в практике школ использование такой деловой игры, как дебаты, которая направлена в том числе на повышение мотивации обучающихся. Дебаты – это современная педагогическая технология, представляющая собой особую форму дискуссии, диспута, обсуждения, которая проводится по определенным правилам. В то же время дебаты – это целенаправленный и упорядоченный, структурированный обмен идеями, суждениями, мнениями по разным темам. Общая суть данной деловой игры заключается в том, что создаются две команды, которые обсуждают, дискутируют по поводу определенной проблемной темы. Одна группа учащихся, то есть одна команда, поддерживает идею, высказанную в проблемном ключе, а другая группа, напротив, отрицает, проводя соответствующие аргументы. Вот, например, приведу пример проблемных тем на уроках истории и обществознания. Вот на занятиях по обществознанию могут быть предложены следующие проблемные дискуссии. Да? По каким темам? Это глобализация оказывает вредное влияние на развитие национальных культур. Да? Соответственно, две группы обучающихся могут предлагать разные мнения по данному высказыванию. Или технический прогресс ведет к гибели цивилизации. И одна группа учащихся высказывает «за», приводит аргументированное суждение в поддержку этой позиции, а другая группа обучающихся, напротив, высказывает другие мнения, противоположные.
По истории России могут быть представлены следующие проблемные темы для обсуждения. Вот, например, Бородинское сражение. Победа или поражение? Петр I. Разрушитель или созидатель? Так, хорошо. Также могут быть представлены не только деловые игры, дебаты, но и другие игры. Которые, безусловно, мотивируют учащихся к учебному процессу. Следующий, четвертый прием, эффективный методический прием, направленный на повышение мотивации обучающихся, это решение логических задач. Задачи такого характера воспринимаются учениками гораздо лучше, чем обыденные, и предлагаются учащимся либо в качестве разминки в начале урока, либо для отвлечения или смены видов деятельности в течение урока. Метод особенно актуален в рамках подготовки к олимпиадам и важен наряду с высокой ролью развитого логического мышления при изучении истории. Например, на уроках обществознания можно привести такую логическую задачу, найти общее и отличное в понятиях король и президент. Общее это будет то, что и король, и президент являются главами государства, а различное в том, что король передает свою власть по наследству, а президент избирается. Следующий прием самостоятельного... Следующий прием – это использование нескольких терминов или понятий. Ряд понятий или терминов, представляющих смысловое единство, может быть предложен для самостоятельного определения темы. Кроме того, преподавателю можно использовать несколько определений одного понятия, попросив учащихся выбрать наиболее удачное из них и пояснить. Приведу пример. Например, учащимся можно дать какой-то перечень ключевых понятий. Да, вот здесь вы видите на слайде какие-то понятия: плюрализм, многопартийность, принцип разделения властей, народовластие. И после этого обратиться к обучающимся. Ребята, определите тему сегодняшнего урока. Правильный ответ будет демократия. Да, то есть тут может звучать несколько определений термина демократия, выводящих на дискуссию, задача которой точно установить единственное верное определение. Эта дискуссия может быть на основе обсуждения представленных понятий, таких как плюрализм, многопартийность, народовластие, принцип разделения властей. Так, перейдем к рассмотрению следующей методики. Это методика «пропущенная фраза». Методика «пропущенная фраза», и такая интересная методика, которая называется абракадабра. Да, такое веселое название для методики. Значит, эффективным способом мотивации является предложение обучающимся вставить пропущенные слова или слово, или, может быть, высказывание в предложение. Например, да, на экране вы видите высказывание философа Сенеки: равенство, и тут пропущено какое-то слово, ключевое слово, не в том, что все ими пользуются, а в том, что они всем предоставляются. Тут можно дать время обучающимся детям, ребятам подумать, какое же слово пропущено, ключевое слово. В данном случае философ имел в виду о правах. Да? То есть равенство прав не в том, что все ими пользуются, а в том, что они всем предоставляются. Тоже такой интересный прием. Это прием абракадабра. Можно написать на доске или на слайде такое зашифрованное слово. Да, прочитайте, пожалуйста, это рант, тно, ле, тость.
и предложить ребятам: расшифруйте зашифрованное слово. Ну и здесь дети могут догадаться, что речь пойдет о толерантности. А также можно использовать для повышения учебной мотивации афоризмы и цитаты известных людей. Да, можно предложить учащимся прочитать цитату и понять ее смысл, соотнеся с темой урока, термином, а может быть и каким-либо понятием. Вот, например, при изучении темы познания на уроке обществознания можно предложить вот следующую цитату, которую вы видите на слайде. «Малое знание дает людям гордыню, великое дает смирение. Так пустые колосья поднимают к небу надменные головы, полные зерном, склоняют их к долу, к земле своей матери». Так говорил Мережковский. Вопрос к обучающимся: о чем говорит эта цитата? Ну, действительно, здесь нужно будет подумать, здесь нужно будет понять смысл данного высказывания. Ну, здесь Мережковский говорил о многообразии путей познания. Еще один интересный прием – это словесное описание. Например, можно дать задание изобразить творческий портрет идеального политика. Необходимо описать идеального политика, его характер, темперамент, профессиональные качества. Например, такое задание: ребята, закончите мысль. Идеальный политик – это... Ну и далее дети уже будут приводить какие-то качества. И вот на основе предложенных вариантов творческих групп нужно будет составить такой портрет идеального политика и сравнить его с образцом, данным в учебнике. Также одним из эффективных методов учебной мотивации является обсуждение проблем, связанных с неоднозначным отражением событий или явлений прошлого, если мы говорим об истории. Например, обсуждение такой противоречивой фигуры, как Иван Грозный, как Иван IV. Да? Иван Грозный – это реформатор или тиран. И вот здесь в данном случае вот эта мысль, это суждение будет запуском для обсуждения проблем, связанных с деятельностью, с внутренней и внешней политикой Ивана Грозного. Вот такие совместные обсуждения, организуемые учителем, служат для обучающихся практикой оценочной деятельности. А как вы все прекрасно знаете, оценочная деятельность, она личностно значима для школьника. И тем самым она будет им интересна, что в свою очередь повышает учебную мотивацию детей к урокам. Хочу отметить еще один эффективный педагогический метод, направленный на повышение мотивации обучающихся. Это занимательное содержание учебного материала. Учителю необходимо во время урока приводить интересные, любопытные факты, которых нет в учебниках, которые дети не могут самостоятельно узнать или прочитать. Тем самым занимательный дидактический материал, он будет способствовать повышению учебной мотивации. Вот, например, зачитаю вам такой интересный факт о Великой Отечественной войне. Да, вот при изучении истории Великой Отечественной войны учитель может сказать, что роль женщин на поле боя в Великой Отечественной войне была колоссальной. За годы войны на фронте с оружием в руках сражались от 600 тысяч до 1 миллиона женщин. 80 тысяч из них были офицерами. Из женщин-добровольцев
Были сформированы авиационные полки, стрелковые и разведывательные бригады, женская рота моряков. Награду Герой Советского Союза во время войны получили 87 женщин. Также любопытным, занимательным фактом для детей может стать информация о, например, окошках и блокадном Ленинграде. В 1943 году, после прорыва блокады, наряду с продовольствием и необходимыми вещами в город Ленинград привезли 4 вагона полосатых кошек из Ярославля. После голодных лет Ленинград наводнили крысы, с которыми людям невозможно было справиться. Зато это оказалось под силу кота. В 1945 году в город привезли еще около 5000 кошек, но уже из Сибири. И вот в современном Санкт-Петербурге усатым помощникам установлены памятники. А в Тюмени в 2008 году в память о кошках, спасших блокаду Ленинград от крыс, был открыт сквер, целый сквер сибирских кошек. Ведь интересная информация, занимательная информация. И эта информация, она действительно побуждает детей, именно их внутреннюю мотивацию, побуждает их к размышлению, к поиску еще более новой информации, которая расширяла бы их знания по изучаемому предмету. Вашему вниманию были представлены лишь некоторые примеры, методические приемы, повышающие учебную мотивацию школьников. Безусловно, вам привел далеко не все методы работы педагога, направленные на повышение уровня мотивации обучающихся. И, уважаемые коллеги, в последующем мы будем предлагать вам другие методики работы с детьми с низким уровнем мотивации. И в заключение, давайте подведем итог и перечислим педагогические факторы, способствующие, влияющие на формирование положительной и устойчивой мотивации к учебной деятельности у обучающихся. Это какие? Какие факторы? Первое. Содержание учебного материала. Второе. Это организация учебной деятельности. То есть поиск наиболее эффективных вариантов подачи материала. Следующий фактор, на который я обращу такое большое внимание, это стиль педагогической деятельности. Это стиль работы учителя. То есть необходимо занимательно, с увлечением, интересно преподнести для школьников учебный материал. Далее. Использование разных форм учебной деятельности. Это не только фронтальная работа, адресованная на весь класс, но и групповые задания, парная работа и так далее. То есть вот здесь очень важно использовать, в педагогике есть такой принцип сотрудничества. Безусловно, этот принцип повышает учебную мотивацию обучающихся. Ну и также для внутренней мотивации, для повышения внутренней мотивации будет оценка учителем учебной деятельности школьника в безличной форме. Уважаемые коллеги, наш семинар подходит к своему завершению. Я хочу вас поблагодарить за проявленный интерес к семинару, за то, что вы нашли время и посмотрели семинар. Хочу вам пожелать удачи, успехов в профессиональной деятельности. Спасибо вам большое. До свидания. До скорых встреч.